Вот уже 100 лет выходит газета «Апсны» на родном абхазском языке. Начала издаваться она в сложный и драматичный период истории Абхазии – господства грузинского меньшевистского правительства. Издание газеты стало возможным благодаря усилиям группы абхазской интеллигенции, членов Народного совета Абхазии Самсона Чанба, Михаила Цагурия, Аллания и Ивана Маргания, потребовавших от меньшевистского правительства периодического печатного органа на абхазском языке. Первым редактором газеты стал Дмитрий Гулия. Именно эта дата, 27 февраля, день выхода первой абхазской газеты, с этого года постановлением парламента стал отмечаться как профессиональный праздник работников всех СМИ Абхазии. Журналистский цех – это тот цех и та работа, которая требует повышенного внимания, в первую очередь, к слову. Слово можно поднять, опустить и рассказать хорошее и плохое. И хочу поздравить всех журналистов республики нашей, чем бы он ни занимался в газете, в любом каком издании он работал, легкого пера, хороших тем, нужных тем. И самое главное, писать нужно и о проблемах тоже. Одно пожелание для всех журналистов, какой бы он сфере ни работал, в частном или в свободной прессе. Девиз должен быть один: работаем на страну и народ. Только правда выводит на правильную дорогу. А работа журналиста – донести эту правду до зрителя и читателя. Работа журналиста – это ежедневный кропотливый труд. Объективное освещение событий и тенденций во всех сферах жизнедеятельности государства играет важную роль. То, как мы преподнесем то, что происходит вокруг, насколько достоверно, насколько непредвзято, зависит и ситуация в нашей республике, тем более в небольшой республике, где любая неверная информация, любая сплетня, она может вызвать какую-то негативную реакцию. Поэтому я считаю, что журналист, любой журналист, и тем более абхазский журналист, должен в первую очередь быть непредвзятым, быть справедливым и, насколько это возможно, точно донести информацию о ситуации в стране до потребителя, до людей, до общества. Средства массовой информации – это не только газеты и телевидение. Сегодня в нашей стране большое количество информационных агентств и радио, часть из которых ведут свою работу в интернет-пространстве. Но всех их объединяет одно – любовь к профессии. Надо расти молодым журналистам для того, чтобы суметь ответить на запросы своих читателей. Если ты не читал целую неделю, то ты потерял в жизни месяц. Если не читал, не знакомился ни с чем новым месяц, ты потерял год. А если ты ничем новым не знакомился в течение года, ты потерял жизнь. Так вот, я думаю, что нам нужно всем не довольствоваться тем, что мы думаем, что мы знаем, а больше учиться. Традиционно это желаю творческих успехов, удач. Но, наверное, еще надо пожелать хорошего поиска, потому что без читателя нашего можно заинтересовать интересным сюжетом. А сюжетов вокруг нас, правда, очень много. Несмотря на праздничный день, работники средств массовой информации страны все так же неустанно трудятся, чтобы оперативно донести достоверную информацию жителям нашей страны.